В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах этого часа. Резь в глазах и затрудненное дыхание. Дым в Якутске сохранится в течение следующей недели. Как защитить себя от влияния смога на здоровье? Миллионы рублей дополнительно направят в районы республики на кормозаготовку. Откуда доставят корм и как планируют решать проблему? В столице региона продолжается ремонт дорог. Какую часть работ завершили? Первый вице-премьер проверил состояние объектов. 7 лесных пожаров ликвидировали за сутки в Якутии. При этом продолжают тушить 50 природных возгораний, сообщает региональный оперативный штаб. На особом контроле обстановка в селе Сите Кобяйского и селе Кырыкы Верхневилюйского района. Борьбу с огнем ведут более 2200 человек и 270 технических средств. 2 вертолета Ми-8 МЧС работали в Хангаласском и Кобяйском районах. Сменился ветер, Якутск и Мирный затянуло дымом. По прогнозу гидрометцентра, дым в Якутске сохранится в течение следующей недели. Какие факторы формируют задымленность и как защитить себя от влияния смога на здоровье, расскажем далее. И снова смог от лесных пожаров накрыл часть Якутии. Если с прошлой субботы территория столицы, центральных и заречных районов находилась под влиянием северо-восточной воздушной массы, а значит чистый и свежий воздух поступал сюда прямо из Арктики, то, увы, форма циркуляции воздушных масс снова изменилась. Попали опять под влияние западной воздушной массы. Ветер у Земли поменялся с северо-восточного на северо-западный. И поэтому как раз из районов, где очень задымлено, где много пожаров, это Вилюйская группа, Горный район. В первую очередь дым бьет по легким пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями органов дыхания. У наших пациентов, у которых изначально имеется своя респираторная недостаточность, ввиду высокого содержания вредных веществ в воздухе, низкого содержания кислорода, было ухудшение самочувствия, нарастает одышка, появляется кашель, появляется утомляемость, пациенты становятся очень беспокойные, тревожные. Впрочем, и здоровым людям в условиях задымленности нужно беречь себя и по возможности не выходить на улицу, а также соблюдать элементарные рекомендации врачей. Во время высокой задымленности вообще надо себя защитить, то есть надевать специальные защитные респираторные маски с хорошими фильтрами или хотя бы носить влажные маски, стараться не выходить из помещения, снизить физическую нагрузку. С попеременным успехом смог будет продолжать накрывать столицу и центрально-заречную группу районов еще почти неделю. И только к пятнице, к 6 августа, эти территории снова попадут под влияние северо-восточной воздушной массы. А значит, есть надежда, что они принесут с собой свежий воздух и ясное небо. Анна Васильева, Светлана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. 17 миллионов рублей дополнительно направят в районы республики на кормозаготовку. По сообщению главы Минсельхоза Якутии Александра Атласова, деньги выделят за счет внутренней госпрограммы, направленной на развитие сельского хозяйства. Он отметил, что средства должны быть доведены до районов до середины августа. С ходом кормозаготовительной кампании в заречной группе районов посредством видеоконференц-связи сегодня ознакомился лично глава региона Айсан Николаев. Сейчас должны в ускоренном виде этот проект должны согласовать, и эти деньги по нашему плану где-то до 10 августа должны довести, после выхода постановления довести до районов. Это первая мера господдержки. Теперь, второе, это у нас, конечно, мы ежегодно тоже за счет правительства и Минсельхоза мы тоже оказываем поддержку по перевозке кормов. Как сообщил заместитель главы Чурапчинского района по экономике, у них план по заготовке грубых кормов составляет 38 тысяч тонн. По результатам анализа выяснилось, что заготовить получится только 70% от запланированного объема, то есть 26 тысяч тонн. Он отметил, что напряженная ситуация связана с засушливым периодом. Сейчас администрация Чурапчи договаривается с соседними районами о получении недостающей части кормов.
Есть договоренности с близлежащими районами. Это Амгинский район, Кабейский район, Намский район, город Якутск, это острова на реке Леня. А также помимо этого в Амурской области тоже мы в районе Шимановского районе и в Зеевском районе тоже договаривались у них покупать сено. Помимо этого до 10 августа мы планируем отправить в Зеевский район Амурской области мобильную бригаду с планом на заготовки на 1200 тонн грубых кормов. Тампонский район планирует закупить 1000 тонн сена из Амурской области. Об этом нашему каналу сообщил руководитель управления сельского хозяйства Дмитрий Ефимов. Также из Магаданской области намерены приобрести 250 тонн. Из Усть-Майского района 100 тонн. Он отметил, что по предварительным расчетам от общего плана кормозаготовки Тампонский район выполнит только 40%. В районе организовали 6 мобильных бригад по заготовке кормов. Мобильные бригады для сенокоса организовали и в Алекминском районе. Об этом нашему каналу рассказал начальник районного управления сельского хозяйства Федор Чердонов. В этом году должны заготовить 16 800 тонн сена, 1600 тонн силоса и 1360 тонн сенажа. Ожидается, что план кормозаготовки выполнят на 64%. Это связано с засухой и нашествием саранчи. Значительный недобор прогнозируют в Улахан-Мунку, Багинском, Первом и Втором, Нюриктяйском, Алеквинском и Кылакском наслегах. Эксперты прогнозируют достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу к Новому году. Врачи считают, что формирование коллективного иммунитета затягивается из-за отказа граждан от вакцинации. Между тем, массовый иммунитет к инфекции россияне могут достичь раньше, чем показывают прогнозы, опирающиеся на официальную статистику о заболевших и вакцинированных. В большинстве комментариев и прогнозов не учитывается иммунитет, который создают люди, переболевшие в легкой форме. Их примерно в 10 раз больше, чем выявленных зараженных, говорят эксперты. Затягивают процесс и мутации ковид, отмечают врачи. Однако прогнозы врачей и экспертов едины. Коллективный иммунитет в России сформируется к Новому году. В Якутии детсады, школы и вузы планируют открыть в очном формате и 1 сентября. Об этом сообщил глава республики во время прямого эфира в соцсетях. С 1 сентября учебный процесс откроется в обычном формате, то есть дети должны пойти в школу, конечно же, с соблюдением всех норм безопасности. Такой же процесс пойдет и в среднеспециальных и высших учебных заведениях, отметил Айсан Николаев. Глава Якутии подчеркнул, что работники системы образования, которые еще не получили вакцину от коронавируса, должны пройти иммунизацию перед началом учебного года. Между тем, число заразившихся коронавирусом в республике не уменьшается, а напротив растет. Еще 145 человек заразились ковидом в Якутии за последние сутки, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 85, в Алданском и Мирнинском районах по 9 случаев заболевания, в Нерюнгринском 8, в Вилюйском и Ленском по 5, в Алекминском и Сунтарском районах по 4 случая, в Горном 3, еще в 9 районах от 1 до 2 заражений. Лаборатории региона за сутки исследовали более 3200 проб на ковид. В Якутии подписан указ, согласно которому предприятия, свободные от коронавируса, будут работать с соблюдением режима ограничительных мер. То есть в регионе закрываются так называемые ковид-фри-зоны. По данным Управления Роспотребнадзора, ежедневно отмечается прирост новых случаев заболевания. Темп прироста за последние 7 дней составляет по сравнению с предыдущей неделей 23%. Более половины заражений приходится на Якутск. Также рост заболеваемости отмечается в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Горном и других районах. Таким образом, на время действия указа предприятия, свободные от коронавируса, будут работать с соблюдением режима ограничительных мер. Административный центр Нижнеколымского района продолжает жить на резервных дизельных электростанциях. Напомню, из-за аварии на высоковольтной линии Билибино-Черский, которая произошла из-за сильного ветра 27 июля. Там было прервано энергоснабжение райцентра. В эксплуатацию введена резервная электростанция. По информации чукотских специалистов, ликвидация аварии займет ориентировочно 25 дней. Сегодня в поселке ожидается приезд делегации правительства республики. Будут обсуждать вопросы ЖКХ, энергетики, подготовки к зиме, а также работы сельскохозяйственной отрасли, Черского хлебозавода и Зеленомысского речного порта. К
К слову, сегодня ночью в поселке выпал мокрый снег. Температура там сейчас составляет плюс 5 градусов. Ночью снова ожидаются осадки. Жители Черского жалуются на холод в домах. Стало известно, как пройдет ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Об этом рассказал глава во время эфира в соцсетях. Напомним, работы на участке полосы должны завершиться не позднее 1 октября, а окончательный ремонт закончат к осени 2023 года. Сейчас бетонирование пандуса и той части, которая должна была быть сделана в этом году, практически завершено. После того, как пройдет сертификация Ростехнадзора, мы получим обновленную полосу с соединительным пандусом. Айсан Николаев выразил надежду, что с 1 октября якутяне начнут летать с длинной полосы. А дополнительного субсидирования билетов на авиаперелеты из Якутии в Москву и Санкт-Петербург добиваются власти республики. Просят выделить на эти нужды средства из резервного фонда правительства. Такая ситуация сложилась из-за того, что субсидию для граждан Дальнего Востока без возрастных ограничений для маршрутов из Якутска так и не предоставили, несмотря на постановление правительства России. Айсан Николаев добивается того, чтобы субсидированными стали и рейсы Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург, Мирный Санкт-Петербург в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года. Министр транспорта России Виталий Савельев пообещал рассмотреть этот вопрос. Сейчас летать по билетам со скидкой до столицы России можно из Мирного, Нерюнгри и Полярного. Более 300 протоколов, задержаны 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Такова статистика нарушений, выявленных сотрудниками ГИБДД в столице региона только за минувшие сутки. В эти же выходные цифры, как ожидают инспекторы, существенно вырастут. Напомню, с 30 июля по 1 августа в Якутске и его пригородах проведут профилактические рейды для выявления и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения. Также сотрудники госавтоинспекции призывают горожан не оставаться равнодушными. Если вы станете свидетелями фактов неадекватного управления автомобилем, сообщайте об этом по номерам телефонов 47 35 69 35 22 22 или по телефону дежурной части 127. Между тем, готовы порядка 40% от общего объема ремонта дорог в Якутске. Ремонтные работы идут в штатном режиме, даже с небольшим опережением графика. Марферина Алексеева отправилась в объезд по объектам вместе с делегацией правительства. До начала зимы на территории Якутска и близлежащих населенных пунктов планируется ввести в эксплуатацию 49 километров отремонтированной дороги. Сейчас над ними трудится 8 подрядных организаций. Работы ведутся на 44 объектов. На сегодняшний день в 14 из них работы полностью завершены. В этом году у нас 8 подрядных организаций по нацпроекту. Основная организация – это у нас Рикавтодор. У него 25 объектов. 25 объектов – это 25 километров. Согласно утвержденного графика, мы идем со стороны Хатаса в сторону Кангалас. Работы завершены сейчас в Хатаса, пригородном, Кангаласы, Маган. Там, то есть в этих объектах работы все завершены по асфальту. Сегодня с опережением графика ведутся активные работы в микрорайоне Марха по улицам Советская и Олега Кашевога. Также ремонтируются отрезки дорог от улицы Халтурина до Лермонтова и окружное шоссе на участке от Жарницкого до Вилюйского тракта. По окружному шоссе есть вопросы как раз по переключению электроэнергии, по определенным неудобствам, которые испытывают наши горожане и гости столицы, потому что дорога связывается с федеральной дорогой. Но скажу одно, что все равно эту работу надо выполнить. Там, скажем, перекрытия дороги и движения не будет. Движение будет сохраняться, но с определенным неудобством. Открытие полностью движения без асфальта это будет со 2 августа. Потом через 2 недели уже начнется укладка асфальта, где-то после 15 августа. И через определенное время, к концу августа, там полностью будет асфальтовое покрытие.
Как отметил первый зампред Дмитрий Садовников, качественная реализация национального проекта стоит на особом контроле у руководства Якутии. Несмотря на несвоевременное финансирование, выполнение ремонтных работ не останавливается. И к 2026 году в столице региона будет отремонтировано почти 205 километров асфальта. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.